В Сосногорске прошло торжественное открытие обновленного центра коми и национальных культур. Теперь помимо здания в Сосновском переулке у организации есть еще одно помещение в 6-м микрорайоне. Культурный центр собрал под одной крышей 5 автономий – немецкое и казачье общество, национальное объединение чувашей, белорусов и украинскую диаспору. Сотрудников учреждения поздравил глава района Сергей Дегтяренко. Я от всей души желаю вам новых творческих начинаний и успехов, новых ярких проектов, ну а мы будем с удовольствием в них участвовать. С праздником вас, с новосельем! Открыть центр помогла реализация проекта «Народный бюджет». Общее финансирование составило порядка 1,5 миллиона рублей, из них местный бюджет свыше 800 тысяч, республиканский около 600 тысяч, финансовое участие граждан 6,5 тысяч рублей. На этаже 7 комнат, 5 кабинетов, конференц-зал, гардеробная. Косметический ремонт завершился в августе. Все наши национальности очень довольны, рады, что у них сейчас есть свой небольшой, но дом, где они могут реализовать свои планы, свои мероприятия. И это очень замечательно, что в Сосногорске появился у нас Центр коми и национальных культур. Представители автономии вложили душу в оформление своих пространств. В каждом устроили подобие музея. Казаки из общества «Станица Сосногорская» общими силами собрали историческую экспозицию – награды, оружие, одежду, иконы. Участники казачьего объединения ставят целью сохранить прошлое своего народа для будущих поколений. Это впервые, кстати, открыт так мини-музей про казачество официально, что можно, любой гражданин мог прийти, да, житель нашего города, посмотреть, поместиться в эту ауру, да, событий, то есть где-то люди что-то читали про это, да, могли вспомнить какое-то событие, виду вот этих картин, фотографий и так далее. Привлечь молодежь к народной культуре стремятся и представители Чувашской республики. Объединение чувашей самое молодое, образовалось в 2016 году. Сейчас в нем 7 человек. Мы в восторге, что у нас появился наш маленький дом. Да, ведь, девочки, наш маленький дом появился, дом дружбы. Мы будем, естественно, мы будем расширяться, мы будем приглашать своих земляков. С Ухтой мы дружим. Со временем, я думаю, наша семья, это наша вторая семья, она увеличится. Будем надеяться. Автономии выступили на открытии с народными творческими номерами, а затем провели для гостей экскурсию по своим помещениям. Уже составлен план мероприятий на ближайший месяц. Очень замечательно, что в нашем городе произошло такое событие. Сегодня открылся Центр коми и национальных культур, где будут проводиться концерты, выставки. Мы приглашаем всех детей, взрослых, так как очень интересно. Анонс мероприятий центра можно найти на его официальном сайте. Полина Бастракова, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск. Глава района Сергей Дегтяренко встретился с воспитанником городской спортивной школы боксером Егором Колосковым. Символично, что встреча прошла в День ветеранов бокса 10 сентября. Глава района поздравил юного спортсмена с недавними крупными победами на первенстве Европы среди юниоров в июле и в международных соревнованиях по боксу в рамках игр стран СНГ. Последние прошли в начале сентября в Казани. Егор одолел 3 соперников из Белоруссии, Киргизии и Армении. В первом бою не было трудностей. Мальчик был уровнем ниже, чем я с ним справился хорошо. Во втором бою уже было чуть посложнее. Он дергал, подавливал меня, но я тоже справился. И третий был самый тяжелый бой. Он шел вперед тоже, подавливал меня, встречал. Но я потом поменял тактику боя и выиграл его. Сергей Дегтяренко вручил боксеру зачетную классификационную книжку. Сейчас Егор – кандидат в мастера спорта. Благодарственные письма Сосногорского района получили отец боксера Евгений Колосков, тренер Юлия Кравцова и, конечно, виновник торжества. За высокие спортивные достижения в соревнованиях по боксу международного уровня, за усердие и трудолюбие в спорте и в жизни, за активную пропаганду на личном примере здорового образа жизни в Сосногорском районе. Желаю тебе новых побед, высоких рекордов на благо сосногорского спорта. Поздравляю!
Благодаря крупным победам Егора на международных турнирах его альма-матер, спортивная школа Сосногорска, может получить статус школы Олимпийского резерва. Как сообщил Сергей Дегтяренко, соответствующие документы уже отправлены в Республиканское министерство спорта. Юный боксер второй год тренируется в составе российской сборной. На игры стран СНГ он отправился после отбора путем спаррингов с товарищами по национальной команде. На будущий год, на 22-й, он уже закреплен первым номером, то есть он уже отбор вот этот опять проходить не будет, то есть он уже у себе гарантировал статус первого номера сборной России на 2022 год. Боксом Егор занимается 8 лет. Победа на первенстве Европы в июле – самая крупная, какая только может быть в его возрастной категории. Тренерам уже поступают предложения из других регионов передать перспективного спортсмена, однако об этом речи не идет. Сейчас Егор учится в 9 классе Сосногорской кадетской школы и, по его словам, на сборах даже успевает выполнять домашние задания. Полина Бастракова, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск. В минувшие выходные на лыжном стадионе Черемушки прошли спортивные соревнования. Организаторы объединили два ежегодных забега – городскую арбузную гонку и всероссийский кросс нации. В связи с эпидемиологической обстановкой количество участников было ограничено. Участников у нас более 125, ближе к 130. Это Сосногорск, есть с Ухтинского района несколько ребят. Возраст участников у нас от 6 лет и до где-то примерно 40 лет. И в этом году мы также провели категорию, сделали старт для людей с ограниченными возможностями. Участники были разделены на несколько возрастных категорий. Для каждой предусмотрена своя дистанция – от 1 до 3 километров. Погода добавила бегунам сложностей. Соревнования понравились. Самое тяжелое, что было, это, скорее всего, последний подъем. Он и самый большой, и из-за дождя там было мокро и грязно, было трудно забегать. Многие участники забега – спортсмены из сосногорских секций. Максим Бажуков 6 лет занимается лыжными гонками. Вошел в 12 лучших на республиканских соревнованиях. Участвуем каждый год, да. Тренера, нужно самим занимать места, стремиться выше и выше и выше, поднимать свою квалификацию, чтобы дальше выступать на более серьезном уровне. В каждой возрастной категории выбрали 3 победителей. Они получили медали, грамоты и сувениры. Также всех участников забега по традиции угостили арбузами. Андрей Калиничев, Полина Бастракова и Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск.